Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел очередное заседание Государственного совета безопасности. Назначен новый заместитель МВД Туркменистана. Конкурс красоты ахалтекинских коней проведут в Туркменистане 26 апреля и другие новости. Президент Туркменистана, верховный главнокомандующий вооруженными силами страны, генерал армии Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности. На заседании были подведены итоги работы военных и правоохранительных органов за первый квартал 2025 года. Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности и стабильности в стране, а также укрепления материально-технической базы силовых структур. Государственный министр Саудовской Аравии провел встречу с председателем Халк-Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым. В качестве перспективных направлений двустороннего партнерства собеседники отметили торговлю, инвестиции, транспорт и связь, химическую и текстильную промышленность, а также сельское хозяйство, межпарламентское и культурно-гуманитарное сотрудничество. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с президентом Олимпийского комитета государства Катар шейхом Джоаном бин Хамад Аль-Тани. Национальный лидер туркменского народа высоко оценил достижения Катара в развитии спорта и подтвердил готовность Туркменистана к расширению партнерства в этой области. Стороны отметили, что встреча станет важным шагом в выводе спортивного сотрудничества на новый уровень и внесет вклад в развитие олимпийского движения. Председатель Халк-Маслахаты пригласил катарскую сторону принять участие в международном форуме, который состоится в Ашхабаде 12 декабря в честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял государственного министра Саудовской Аравии эмира Турки бин Мухаммеда Аль-Сауда. В ходе встречи отмечалось, что Туркменистан придает большое значение укреплению традиционных дружественных и братских межгосударственных отношений с Саудовской Аравией. Собеседники отметили наличие большого потенциала и перспектив для наращивания взаимодействия в сфере добычи, переработки и поставках нефти и газа на мировые рынки. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял генерального директора Олимпийского совета Азии Хусейна Аль-Мусалама и первого вице-президента Ассоциации национальных олимпийских комитетов, президента Олимпийского комитета Катара шейха Джоана бин Хамад Аль-Тани. Глава государства подчеркнул значимую роль Олимпийского совета Азии и Ассоциации национальных олимпийских комитетов в развитии спорта и продвижении олимпийских ценностей в мировом масштабе, выразив уверенность, что визит руководителей этих организаций будет способствовать активизации взаимодействия и реализации совместных инициатив. Президент Туркменистана назначил подполковника полиции Авесгельдыка Калыева заместителем министра внутренних дел страны. На этом посту он сменил подполковника полиции Вепалы Атаева, которого глава государства освободил от должности своим указом. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов постановил провести 26 апреля в городе Аркадак международный конкурс красоты ахалтекинских коней. Конкурс проводится в целях дальнейшего приумножения мировой славы райских скакунов. Песня «Хумай» башкирской группы «Айола» начала покорять иностранные площадки. Трек попал в топ-10 мирового чарта «Шазам». Проект, исполняющий музыку в стиле электроники с использованием традиционных башкирских инструментов, дебютировал лишь в этом году. «Хумай» стала его второй песней. Композиция посвящена волшебной птице Хумай, одной из ключевых героинь башкирского эпоса «Урал-Батыр». Сингапур развивает концепцию активного старения. В ближайшие 2 года свыше 20 тысяч пожилых жителей Сингапура получат удобный доступ к центрам активного долголетия. Согласно национальной программе, специализированные учреждения, помогающие пенсионерам вести активный и радостный образ жизни, будут открыты во всех городах страны. Аркадак разгромил Мерв в матче 5-го тура чемпионата Туркменистана по футболу среди команд высшей лиги. Встреча прошла в среду в умном городе и завершилась со счетом 7-0 в пользу хозяев. В другом матче игрового дня футболисты Ашхабада одержали волевую победу над Небичи со счетом 2-1. Сегодня состоятся еще 2 встречи 5-го тура. Алтынасыр примет Капитак, а Шагадам сыграет с Ахалом. Российский нападающий Вашингтона Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Каролины. Овечкин довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 892. Он занимает 2-е место по этому показателю, уступая только канадскому форварду Уэйну Грецки, на счету которого 894 заброшенные шайбы. До конца регулярного чемпионата Вашингтону осталось провести 7 матчей. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.